знает лучше, когда ему себя проявить. Он уже все знает наперед. Моменты, самые кризисные нашей жизни, являются самыми благословенными бывают. И победа – это твоя правильная реакция. Победа – это когда ты все же устоял в своих принципах. Это когда ты все же устоял в истине. Человек побеждает, когда он в искушении, когда у него война, когда он борется. Борьба за то, чтобы верить в то, кто ты во Христе. Кто такой Бог для тебя, кто ты для Бога. За это борьба идет. Побеждающий наследует все. Сегодня, если так получилось, что вот ты оказался человеком, у которого реально одни неприятности, и в самом деле ты видишь одно, другое, и третье, и четвертое, и пятое. Знаешь, в семье проблемы, в деньгах проблемы, в здоровье проблемы, в служении проблемы. А знаешь что? Возможно, сатана просто тебя уже подцепил где-то и повел не тем путем, и он тянет тебя просто. Возможно, он уже убедил тебя, что Бог против тебя, а возможно даже такое, что он обольстил тебя. И знаете, дьявол, он любит обманывать людей, он лжец. Библия говорит, когда он говорит ложь, говорит свое. А вы знаете, что в оригинале, как это звучит, и даже в современных переводах, когда говорит он ложь, то говорит на своем языке. То есть английский, есть русский, французский, а есть ложь. Это язык тьмы, язык дьявола. И он кто по натуре своей? Он лжец и отец лжи. И дьявол переводится клеветник. Ему самое главное клеветать на Бога и клеветать на посланных от Бога, чтобы ты не мог принять слово исцеления. Потому что таким образом, если ты примешь слово исцеление, слово освобождение, что произойдет? Ты победишь дьявола. Никогда, послушайте, не позволяйте никому вас обмануть. Когда вы верите в Бога, то вы должны попросить Духа Святого, чтобы Он сохранил вас от обольщения, чтобы Он сохранил вас от лжи сатаны. Это важно, то, что я сейчас говорю. Размышляя о жизни, я вижу, что именно так демоны работали всегда в жизни людей. Я сам в своей жизни прошел много разных сложных ситуаций и видел, что дьявол, он пытался навязать мне свое мнение. Но никогда не переступайте границ. Никогда не переступайте. Знайте, Бог праведен, Бог свят, Бог верен. Бог покажет себя. Если вам тяжело ждать, и вам кажется, что время сейчас Ему показать себя, да, может такое быть, что это ты уверен в этом, и я это все проходил много раз. Послушай, но знай одну вещь. Бог знает лучше, когда Ему себя проявить. Он уже все знает наперед. И вот моменты, самые кризисные нашей жизни, являются самыми благословенными бывают. Вопрос победы, он говорит, побеждающий наследует все. Откровение 21:7. «И буду ему Богом, и он будет мне сыном». А что это значит побеждающий? Побеждающий – это значит, человек же не побеждает, когда у него все в порядке, когда у него все хорошо. Человек побеждает, когда он в искушении, когда у него война, когда он борется, может, да, там,
когда он сражается, когда у него там внутри борьба идет. И поверьте, борьба в чем? Бывает борьба не просто с грехом. Борьба с грехом – это одно. Борьба за то, чтобы верить в то, кто ты во Христе. Борьба за то, кто верит, кто такой Бог для тебя, кто ты для Бога. За это борьба идет. Борьба идет за то, чтобы верить в то, послан человек от Бога. Или ты борешься за это, или ты не борешься за это. Борьба идет вообще за то, кто ты сам по себе вообще. И вот здесь, вот в этом моменте, в этой борьбе, что же происходит? Борьба всегда сложный момент. И победа – это твоя правильная реакция. Победа – это когда ты все же устоял в своих принципах. Это когда ты все же устоял в истине. Потому что за дьявола так и говорится, что он не устоял в истине. И поэтому упал. Вот интересно. Поэтому сегодня очень часто нам за свои какие-то взгляды, которые нам дал Бог, за образы, которые нам дал Бог, за веру, которую нам дал Бог, нам нужно устоять в вере. Писание говорит, устоять день злой, все преодоливший устоять. То есть, что это значит? Это значит, что ты будешь под натиском, ты не будешь даже нападать, на тебя будут нападать, но ты устоишь. Итак, противостаньте дьяволу твердой верой. Развивайте веру. Развивайте сегодня жизнь Слова Божьего внутри вас. Живите сегодня с хлебом небесным. Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни». Живите Иисусом, вкушайте Его. И Он говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь будет иметь жизнь вечную». Так вот, речь идет. Многие говорят о причастии. Да, причастие, но оно символизирует что-то, а не сама цель. Это обряд, это, можно сказать, демонстрация того, что происходит. Но есть плоть Иисуса и пить кровь Иисуса, дорогие друзья, это значит питаться им, Его мыслями, Его природой, Его натурой, Его любовью, Его истиной, Его характером. Кровь Его жертвенная – это питаться Его прощением каждый день. Питайся Его прощением каждый день. Питайся Его прощением каждый день. Питайся этой истинной искупления каждый день. То есть ты как будто бы в старое попал, а ты питайся, кушай истинное искупление, что ты искуплен из царства тьмы и введен в царство Сына Божьего. Ты питайся, ты во Христе, кровью Его сегодня. Ты полностью новое творение. Питайся кровью Его, чтобы быть новым творением. Вот это все происходит на уровне мыслей. Все это питание. Есть Иисуса и пить Его кровь. Это все в мыслях. Это когда ты ходишь во свете, подобно как Он во свете. И вот тогда, когда ты это делаешь, когда ты во свете, подобно как Он во свете, тогда происходит соединение. Когда ты во тьме, ты отделен. Потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я говорю тебе, начни мыслить как свет. Сегодня, когда ты принимаешь Слово, принимаешь учение, когда ты делаешь все, я знаю, что сегодня мы должны делать все возможное и невозможное, чтобы нас покрывала истина Божья, откровение Божье, чтобы Бог видел нашу жажду. Ведь откровение, оно приходит на жаждущие. Почему я говорю, что нужно жертвовать, нужно верить, нужно молиться, нужно вообще... Да потому что Бог на пресыщенное никогда ничего не изольет. Бог никогда не будет вообще благословлять того, кто не голоден, кто не алчит и не жаждет. Он говорит, блаженны алчущие, ибо они насытятся, блаженны жаждущие, ибо напоены будут. Потому что в этом смысл, что ты своими жертвами, ты заявляешь, что ты хочешь Бога больше всего в своей жизни. Больше чего конкретно? Больше, знаешь, нужно так жертвовать, чтобы Бог видел, что в эти моменты ты больше всего Его хочешь.
Когда я молился за Виточку, за ее покаяние, ты знаешь, я хотел сильно кушать, я все время был голодный. Но я сказал Богу, что я буду поститься, пока она не покается. Вы можете себе это представить? Нас было 3 человека, мы шли в пост вот так по очереди, 1, 2, 3, а я постился так почти все время. Я сказал, я буду поститься, и может я умру, но я все равно буду молиться, пока она не покается. 1,5 месяца я пропастился. Когда в 2004-м я шел молиться за покаяние людей, я так сильно хотел этого. Вот почему Бог не ко всем приходит. Потому что я сказал, я не выйду с этой молитвы и не вернусь с нее никогда, пока Бог ко мне не придет. Если бы Бог видел, что мое намерение несерьезно, Он бы не пришел ко мне, и мы бы не видели всего, что мы видим уже десятки лет. Сегодня, если бы я не жаждал процветания от Бога, я бы и не получил этого откровения с Левит 22:29. Приносите ее так, эту жертву, чтобы она приобрела вам благоволение. Но я так жаждал процветания не от плоти и крови. Мне не хотелось этого. Мне хотелось Богу служить. Мне хотелось от Него увидеть. Вот эта жажда, она привела меня. Вы должны быть жаждущими, и жаждущие получат. Итак, да благословит вас Господь 1000 раз. Я благословляю вас всех. Мир Божий да пребудет с каждым из вас. Пусть сегодня жажда и голод наполняют ваше сердце. Помните, ваш враг – это удовлетворенность. Ваш враг – это быть средним. Ваш враг вообще – это успокоиться не в субботу. Мудрый да разумеет, о чем я. Не в свое время. Бог дает тебе свою субботу. Покой в вере. Да благословит вас Господь. Я каждого человека сейчас призываю: отдай свое все сердце Богу. Если сегодня дьявол обложил тебя лжезнамениями, и ты уже закостенел в таких мыслях, что Бог тебя любит, но вот это «но», оно у тебя остало просто основой всего, то пусть сегодня через это слово это «но» будет разбито. И ты поймешь, что все эти лжезнамения, все, что делал дьявол, вот так прямо со мной сейчас и скажи: все, что делал дьявол с этого момента, напрасно. Теперь у меня новая жизнь, и я верю Богу. Я верю в Божью любовь. Я верю в кровь Иисуса Христа. Я верю в Господа моего и Спасителя, как в Агнца Божьего. Почему нужно было есть Его? Потому что Он был агнцем. Агнца нужно было съесть до утра. Пусть Бог благословит каждого из вас. Аминь. Не сдавайся. Уже сегодня ты увидишь перемены, и твое сердце наполнится радостью. Друг мой, помни, я с тобой. Даже если у тебя нет веры, помни, она есть у меня. Все, что я говорю, обязательно сбывается. Я благословляю тебя. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян. Я очень рад и искренне благодарен, когда вы поддерживаете мои руки, когда вы поддерживаете мое служение своими финансовыми пожертвованиями. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас 1000 раз. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян.